Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Город Душанбе – сердце Таджикистана. Наша столица год от года становится все краше и, безусловно, комфортнее. При этом планомерно реализуются новые проекты, и все они связаны с современным градостроительством. А каждое новое здание становится достойным украшением Душанбе, придавая ему особую красоту, ну и, несомненно, особое великолепие. Тему продолжит Зумрат Фазиева. В рамках дальнейшей реализации генерального плана города Душанбе, согласно проектам, разработанным в соответствии с международными нормами градостроительства, ряд улиц, проспектов и старых кварталов столицы будут обновлены и благоустроены. В частности, запланировано благоустройство на левой стороне реки Душанбе, прилегающей к улице Абдуллахада Кахорова, с пересечения проспекта Сади-Ширози до улицы Южно-Обходной на площади около 110 гектаров с соблюдением норм объектов бытовой сферы отдыха и развлечений. В таком же порядке будет отремонтирован и благоустроен проспект Сади-Ширози от пересечения проспекта Нигмата Карабаева в направлении на запад до пересечения проспекта Джабора Расулова и двух сторон улицы Айни до восточных ворот столицы на площади 138,1 гектара. При разработке проектов обновления жилых массивов будут учитываться высокие требования архитектурного искусства, возведение всех социальных и коммуникационных инфраструктур, в том числе школ, больниц, детских садов, центров обслуживания, спортивных и развлекательных центров, красивых скверов и переулков, а также широких дорог, электрических осветительных сетей, водоканала и всех других объектов в соответствии со стандартами современного градостроительства. При этом не будут планироваться слишком высокие дома. Также на оживленных дорогах будут возведены эстакады, а улицы и проспекты будут расширены и благоустроены. В каждом районе планируется возведение крупных торговых и сервисных центров, чтобы население не стремилось в центр, создавая пробки на дорогах, а могло бы получить все необходимые сервисные услуги и товары рядом с домом. Зумрат Файзиева, Баудур Истамов. Новости. Сегодня в Душанбе состоялся второй конгресс травматологов-ортопедов Республики Таджикистан с участием представителей России, Ирана, Казахстана, Армении, Грузии, Испании и Соединенных Штатов Америки. Травматологи и ортопеды в ходе мероприятия обсуждали достижения, определили планы и цели, направленные на дальнейшее развитие этой сферы. За 33 года государственной независимости сфера здравоохранения и социальной защиты населения в Республике Таджикистан, находясь под пристальным вниманием и заботой высшего руководства государства и правительства страны, достигла значительных достижений как в плане повышения качества медицинского обслуживания, так и оснащения учреждений здравоохранения новейшим оборудованием и технологией. Наряду с другими областями здравоохранения в этот период особое развитие получила и область травматологии и ортопедии. Так, в Душанбе состоялся второй конгресс травматологов-ортопедов Республики Таджикистан с участием представителей разных стран мира. Травматологи и ортопеды в ходе мероприятия обсудили достижения сферы, обменялись мнением и опытом, представили передовые технологии и оборудование и инновационные направления в диагностике и в лечебном деле. В ходе мероприятия представители Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан отметили, что сегодня созданы все благоприятные условия и возможности для диагностики и лечения травматологических и ортопедических больных с использованием современных технологий. Меня зовут Ника. Наша компания Being Neton Technology Group. Мы впервые приехали в Таджикистан для участия в выставке медицинского оборудования. Врачи здесь проявили большой интерес к нашей продукции. Мы надеемся, что продукция нашей компании сможет в кратчайшие сроки и эффективно вылечить пациентов в вашей стране. Наша компания является ведущим международным центром в области медицины Китая, сочетающая инновации, независимые исследования и промышленные разработки, а также программы высококачественного медицинского обслуживания. Наша компания имеет 7 других центров в Китае и за рубежом, а также крупнейшую производственную базу имплантов и ортопедических изделий в Тяньцзине. Наша продукция включает в себя полный спектр ортопедических материалов для позвоночника, суставов, травматологии и спортивной медицины. В
ходе мероприятия было отмечено, что в Таджикистане функционирует 27 специализированных травматологических ортопедических отделений на 967 коек и 280 травматологических коек в 32 хирургических отделениях. Следует отметить, что в период государственной независимости страны именно при поддержке правительства Республики Таджикистан ортопедические и травматологические отделения страны оснащались современным оборудованием и технологиями, такими как компьютерный томограф, МРТ. Стали доступны цифровые рентгеновские снимки, тотальные эндопротезы крупных суставов, артроскоп, установка укрепляющих штифтов и другие, что еще больше облегчило работу специалистов в этой области. Шахло Бердиева, Дильшоди Хушбах, новости. Ну а правильное питание и здоровый образ жизни являются важнейшим компонентом здоровья человека. Продукты питания являются источником веществ, из которых осуществляется синтез гормонов, ферментов и иных регуляторов обменных процессов. Таким образом, состав пищи, ее объем и свойства определяют физическое состояние человека, уровень его трудоспособности, продолжительность жизни, а также нервно-психическое состояние. С целью повышения уровня знаний в области здорового образа жизни сотрудниками Центра формирования здорового образа жизни района Рудаки был проведен фестиваль, посвящен он был здоровому образу жизни, правильному питанию и профилактике гипертонии. По инициативе Республиканского центра формирования здорового образа жизни и при поддержке партнеров по развитию сотрудниками Центра формирования здорового образа жизни района Рудаки был проведен фестиваль, посвященный профилактике гипертонии. В ходе мероприятия было отмечено, что в наше время гипертония тревожит большое количество людей. Гипертония – это хроническое заболевание, спровоцированное повышенным кровяным давлением. Людям, страдающим от гипертонии, необходимо уменьшить количество потребляемых продуктов с солью и сахаром, увеличить количество потребляемого калия, который содержится в картофеле, бананах, какао, фасоли и молочных продуктах, увеличить потребление натуральной цельной пищи. Прежде всего это фрукты, овощи, бобовые и зелень. Увеличить потребление белка. Ограничить употребление спиртного, кофе и крепкого чая. Стрессовые ситуации всегда негативно сказываются на состоянии здоровья человека, поэтому прогулки на чистом воздухе и полноценный сон – главные помощники в борьбе с гипертонией. Активный образ жизни – залог здорового организма. Малоподвижная жизнь является одним из самых весомых факторов, провоцирующих развитие гипертонии. Поэтому, чтобы не оказаться в группе риска, необходимо получать умеренные нагрузки, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. На мероприятии эти советы были даны в непринужденной атмосфере, а также была проведена викторина на тему неинфекционных заболеваний. Победителям были вручены памятные подарки. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушбах, новости. Также в Файзабадском районе был проведен фестиваль, посвященный этой актуальной теме. Сотрудники Центра формирования здорового образа жизни этого района в ходе мероприятия отметили, что здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения физиологических и психических процессов, что снижает вероятность различных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни человека. Правильное питание – это важнейшее условие здоровья человека, его работоспособности и долголетия. Как правильно питаться, рассказали и показали сотрудники Центра формирования здорового образа жизни Файзабадского района на фестивале, посвященном здоровому образу жизни, правильному питанию и профилактике гипертонии. Это мероприятие прошло по инициативе Республиканского центра формирования здорового образа жизни при поддержке партнеров по развитию. На мероприятии было отмечено, что здоровый образ жизни включает в себя регулярную физическую активность, достаточный сон, управление стрессом, релаксацию и сбалансированное питание. Состав пищи, ее объем и свойства определяют физическое развитие человека, его предрасположенность к тем или иным заболеваниям, а также уровень трудоспособности, продолжительность жизни и нервно-психическое состояние. Потребление большого количества ненатуральных продуктов и напитков, богатых сахаром и жиром, вызывает проблемы со здоровьем. Выбор овощей, фруктов, белковых продуктов, бобовых и цельнозерновых сохраняет здоровье
здоровья и предотвращает проблемы с пищеварением, сердечно-сосудистой системой и другими важными функциями организма. Практика здорового образа жизни включает регулярные физические упражнения, которые укрепляют мышцы, суставы и кости, улучшают циркуляцию крови. Физическая активность также продвигает выработку гормонов, которые способствуют улучшению настроения и концентрации, увеличению уровня энергии и силы. Все эти факторы вместе помогают сохранить здоровье, улучшить физическую форму и психологическое благополучие. В рамках мероприятия также жителям были показаны тематические сценки и проведена викторина. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушбах, новости. Ну и в завершении выпуска спортивные новости. Со 2 по 6 октября в Душанбе состоится чемпионат мира по борьбе дзюдо среди молодежи. В нем примут участие сборная команда Таджикистана в составе 25 человек. Напомню, что в марте текущего года в Ташкенте Федерацией дзюдо Таджикистана и Международной федерацией дзюдо было подписано соглашение. В чемпионате могут принять участие спортсмены в возрасте до 21 года. До сегодняшнего дня для участия в чемпионате зарегистрированы 449 спортсменов, более 240 мужчин и 208 женщин из 62 государств мира. Сборная команда Таджикистана по борьбе дзюдо среди молодежи впервые примет участие в смешанной борьбе. Победители и призеры чемпионата мира по борьбе дзюдо среди молодежи наряду с медалями будут удостоены и денежных премий. Ну и напомню, что чемпионат состоится на основе решения председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Имомали. Цель мероприятия – это пропаганда здорового образа жизни, обеспечение массовости спорта и оздоровления, развитие спорта в стране. Уважаемые телезрители, это все новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!